Между тем, на этой неделе по всей стране стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства. Определить, какой именно сквер, площадь или придомовую территорию нужно привести в порядок в первую очередь могут и жители Коми. В этом году в программе формирования комфортной городской среды участвуют 8 городов и даже 1 поселок. Наталья Юрина знает детали. Сыктывкар, Печора, Усинск, Сосногорск, Ухта, Емвы, Воркута, Инта и Жешерт. 8 городов и 1 поселок участвуют в масштабном проекте. Программу формирования комфортной городской среды реализуют не первый год. За 4 предыдущих в Коми модернизировали десятки пространств. Настала пора определиться с объектами, которые нужно привести в порядок в 2023-м. Голосование за ту или иную площадку началось. По итогам 2021 года в Республике Коми 4 города с благоприятной городской средой. 36 пространств вынесены на рейтинговое голосование. Проголосовать может любой житель республики старше 14 лет с 15 апреля по 30 мая на сайте загородсреда.ру или с помощью волонтеров. Территории дизайн-проекты, которые получат наибольшее число голосов, обязательно попадут в благоустройство на следующий год. Жители Емвы и Жешерта голосуют за объекты благоустройства впервые. В последнем на выбор 2 территории. Площадка за местной администрацией или проезд тротуаром на улице Свердлова. В списке Емвы парковка и парк семейного отдыха. Что касается парка, у нас разговоры уже ведутся давно, в течение нескольких лет. Вот сейчас, скажем так, созрели планы и уже планируется на этом месте. Уже у нас подведено электричество, площадка расчищена от всякого ненужного мусора, и уже готова, в принципе, уже приступить после того, как снег растает, к какому-то плану дополнительному. А что касается самого семейного парка, он необходим для нашего города, потому что жители поддерживают инициативу, очень давно хотят увидеть здесь парк. Сыктывкар – самый богатый город Коми на выбор объекта. В республиканской столице на голосование вынесли 11 пространств. 5 тротуаров в Эжве, 2 территории около 13-го дома по улице Малышева и рядом с памятником участникам Великой Отечественной войны в Красном Затоне. Предпочтение можно отдать и скверам. Их 4 по улицам Морозова, Корабельная, Школьная и рядом с первой школой. В Инте в списке 5 объектов. Площадка между 8-й школой и магазином «Адак», участок дороги по улице Мира, площадь Ленина и 2 тротуара на улицах Мира и Куратова. В Усинске предлагают рассмотреть 4 пространства: территорию около городского фонтана, детскую площадку, сквер Первостроителю и парк Победы в Усть-Усе. Всего на голосовании в Сосногорске представлены 4 общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. Это территория перед домом номер 7 в 6 микрорайоне, будущий сквер, тротуар через лес от 6 микрорайона до улицы Молодежная, это скульптура «Слава труду» на улице Пионерская и детская площадка на улице Оплесни. Привокзальную площадь аэропорта, набережную Нефтяников по левому берегу реки Чебью и территории около 5-го дома по улице Авиационной и между домами 13 и 15 А по улице Дежнева вынесли на голосование в Ухте. В Воркуте тоже предлагают обновить территорию около аэропорта. Конкуренцию этому пространству составят площади Спортивная и Кирова. В Печоре в списке 1 объект. Выбирать жители будут дизайн-проекты. В 2021 году у нас началась реконструкция парка геологов, благодаря тому, что он победил в рейтинговом голосовании среди жителей нашего города Печора. В последнее время его очень трудно было назвать парком, это был лес. Там разрушены были дорожки, отсутствовало освещение, скамейки. В 2021 году началась реконструкция этого парка, была произведена санитарная вырубка деревьев. В этом году она продолжится, обустроены пешеходные дорожки. В этом году работы будут продолжены, уже заключены ряд муниципальных контрактов, благодаря которым будет построена центральная аллея. В 2023 году у нас выставляются на голосование по парку геологов 4 проекта. Это покрытие велодорожки резиновой крошкой, детские либо спортивные площадки, скейт-площадка, качели, парковое освещение и площадка для выгула собак, входная группа. Проголосовать за тот или иной объект можно несколькими способами. Во всех муниципалитетах, на улицах и в общественных местах будут работать волонтеры. Для них подготовили новую экипировку и планшеты со специальной программой для выбора пространств.
На данный момент у нас зарегистрировано 149 волонтеров, и регистрация продолжается даже после официального завершения регистрации. Волонтеры на данный момент, большая часть уже прошла обучение на площадке Добро Университет, где они ознакомились, как нужно работать с гражданами, как правильно общаться, как правильно рассказать о проекте, как помочь людям проголосовать. И в дальнейшем, если новые волонтеры начинают регистрироваться, им также необходимо пройти регистрацию на Добро Университет. Выбрать важный для себя объект для благоустройства можно и не выходя из дома. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале 11.городсреда.ру, воспользовавшись учетной записью портала госуслуг или по номеру телефона. Голосование продлится до 30 мая.